В рамках поддержки молодежи Кыргызстана при содействии правительства Японии и программы Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызской Республики проводится определенная работа. В этом направлении в Чекабадском сельском округе Араванского района Орской области недавно открыт молодежный центр. Новое здание центра обеспечено всем необходимым для успешной работы. В просторных, светлых комнатах новая мебель, современные компьютеры и офисная техника. На это было затрачено порядка $64 тысяч США. Это событие стало для нас своеобразным толчком. Наша молодежь была заинтересована происходящим с самого начала. Все были воодушевлены в ожидании окончания работы по строительству. Это, безусловно, стало своеобразным прогрессом в нашей общественной жизни. Да, молодежь – наше будущее. Молодежь надо поддерживать. А потому мы гарантируем, что в будущем расширим этот проект. У местной молодежи наконец появилось свое пространство, где они могут реализовать свой потенциал. Теперь активисты полны планов и задумок. Они намерены развивать школьников и готовить их к современной жизни. Здешняя молодежь в основном занимается привычными для сельчан делами. Растит скот, заняты на полях. А мы хотим, чтобы они обрели современные навыки, владели компьютерной грамотностью. С этой базой они смогут не только поступить в университет, но и стать по окончании вуза успешными специалистами. Да, для нас создали все условия. Наш центр обеспечен всем необходимым. Но мы хотим обеспечить центр также и ноутбуками. Наш сельский округ многонациональный, поэтому для укрепления межнационального согласия и дружбы молодежи разных этносов мы будем проводить здесь различные тренинги. В рамках проекта ПРООН по всему Кыргызстану открыто 10 молодежных центров. На эти цели выделено $305 тысяч. Республиканским агентством по делам молодежи и спорту при поддержке японского правительства ПРООН для молодежи проведены бесплатные образовательные курсы для более чем 4000 участников, которые изучили основы предпринимательства, молодежной политики, а также местного развития. Проводилось обучение основам маркетинга. Также молодые люди учились пользоваться возможностями социальной сети для своего развития. Кроме того, их ознакомили с принципами конфликтологии и религиоведения. Они получили навыки коммуникации. Однако мы не ограничились только обучением. Поддержали более 60 бизнес-проектов, которые разработали во всех 10 молодежных центрах. Сейчас эти бизнес-проекты успешно продолжаются и показывают хорошие результаты. Благодаря этим молодым предпринимателям создано 225 рабочих мест. Одним из показательных результатов двухгодичного проекта стало то, что молодежь активно вовлекается в решение местных социально-экономических проблем. А это, естественно, вносит вклад в развитие всей страны. В ближайшие 2-3 недели мы направим в молодежные центры специалистов, которые проведут тренинги. Это, во-первых, по основам ведения бизнеса. Во-вторых, мы будем обучать молодых людей SMM-технологиям, основам пиара в социальных сетях. Это очень актуально сегодня. Кроме того, молодежь познакомится со стрит-воркаутом, который позволяет массово заниматься спортом и физической культурой без специальных залов или стадионов. Эти 3 направления мы наметили на первое время. Дальше мы будем смотреть, каких специалистов посылать еще, чтобы не только систематизировать нашу работу с молодежными центрами, но и отвечать их запросам. Стоит отметить, что ПРООН в Кыргызстане проводит масштабную деятельность по поддержке молодежи и всего населения в сфере предпринимательства и местного развития, в условиях которых оказалась республика в связи с эпидемией коронавируса.